пожаров в Якутии составляет менее 0,5% лесного фонда. Леса горят на общей площади свыше 1 миллиона гектаров. Развитие центров экономического роста на Дальнем Востоке. Это главная тема совещания, которое проводит премьер-министр Дмитрий Медведев. Концерты, мастер-классы, флешмобы и театральные постановки. К 80-летнему юбилею парка ВДНХ организаторы приготовили обширную программу. В эфире новости. В студии работает Ольга Башук. Здравствуйте. Площадь пожаров в Якутии составляет менее 0,5% лесного фонда. Леса горят на общей площади свыше 1 миллиона 200 тысяч гектаров. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев по итогам совещания у председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Он также отметил, что по лесным пожарам ситуация достаточно напряженная. Пожаров в этом году в 2 раза больше, чем в прошлом. При этом площадь, пройденная огнем, на 30% ниже. По словам главы региона, это значит, что авиалесоохрана, МЧС, привлеченное местное население работают эффективно и пожары тушатся быстрее. В регионе ожидается усиление группировки МЧС. Будут перебрасываться дополнительные силы авиации, в том числе вертолеты. С 1 августа в Якутии объявлен режим ЧС в лесах регионального характера. Премьер-министр Дмитрий Медведев находится в рабочей поездке по регионам Дальнего Востока. Сегодня он в Сахалинской области с совещанием по вопросам социально-экономического развития центров экономического роста на Дальнем Востоке. Отмечается, что всего определили 41 такой центр роста. Там локализованы инвестиционные проекты, созданы территории опережающего развития. Кроме этого, в таких центрах появляются поселения получателей дальневосточных гектаров. В Нюрбе, Якутске и Мирном откроют центры цифрового образования для одаренных детей IT-Куб. В образовательных центрах школьники освоят технологию виртуальной и дополненной реальности, изучат программирование, системное администрирование, интернет-технологии, разработку мобильных приложений и даже робототехнику. Открытие центров запланировано с 2020 по 2022 год. Финансирование в размере свыше 43 миллионов рублей поступит из федерального и регионального бюджетов, а также из внебюджетных источников. Граждане, которые взвалили на себя жилищно-кредитное бремя, но впоследствии потеряли возможность зарабатывать на прежнем уровне, смогут получить отсрочку по выплатам. При этом приостановка не будет считаться просрочкой, поэтому не отразится на кредитной истории. Взять каникулы возможно максимум на 6 месяцев. При этом срок кредита продлевается на срок действия льготного периода. Переплата по ипотечному кредиту не увеличивается. Паузу в выплате кредита могут брать граждане, которых признали безработными, инвалидами первой или второй группы или временно нетрудоспособными на срок более 2 месяцев. Закон касается и тех, у кого снизился ежемесячный доход или увеличилось число иждивенцев. Банки, которые раньше реструктуризировали ипотечные кредиты аналогичным образом, уже учитывают эффекты каникул в своих ставках. По замыслу все негативные для банка эффекты от ипотечных каникул должны быть компенсированы тем, что значимая доля заемщиков сможет за время предоставления каникул решить свои финансовые проблемы и вернуться к нормальной платежной дисциплине. Это должно снизить уровень дефолтности. В продукции Нерюнгринской птицефабрики нашли сальмонеллу. На данный момент исследования показали наличие бактерий в бедре курином, крыльях и тушках. Результаты исследования по яйцу будут в ближайшее время. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нерюнгринскому району. Также в мессенджерах появилась информация об обнаружении бактерий сальмонеллы в замороженных окорочках производства птицефабрики Северной Ленинградской области. Алданское медицинское училище на пороге перемен. Что уже изменилось с приходом нового руководителя и о его дальнейших планах, смотрите в следующем сюжете. За плечами Николая Миронова школа профсоюзов, муниципальная и педагогическая работа. Последние 7 с лишним лет он служил директором Алданского детского дома, теперь примеряет новое кресло – директора медицинского колледжа. Ну, собственно говоря, кресло как кресло, да, в принципе, это не суть, и это не главное, наверное, да, на самом деле. Что касается новой метлы, которая будет мести по-новому, тут надо, наверное, четко разделить, что я хочу сделать, да, как бы и с кем я хочу делать. То есть на сегодня здесь, что меня радует, есть очень сильный педагогический костяк, коллектив.
Люди работают очень давно, есть теоретики, есть практики, да, есть хорошие результаты. Поэтому здесь каких-то перемен, я думаю, никому опасаться не стоит на самом деле. Да. Новый директор принял хозяйство, которому нужна не только встряска, но и изменение формата. Планов много, они амбициозные, и самое интересное, что нацелены на разные направления работы образовательного учреждения. Одно из них – создать на базе колледжа структуру профориентации и повышения квалификации. Необходимо четко понимать, что есть такие веяния времени, как, скажем, активная программа 45+. Это переподготовка людей предпенсионного возраста. Программа уже реализуется на территории Якутии. То есть мы должны в максимально короткие сроки тоже включиться в эту программу для того, чтобы, опять-таки, занять свою нишу и, собственно говоря, помочь людям, которые попали в эту непростую ситуацию и в рамках тех возможностей, которые есть у нас, приобрести в максимально короткие сроки новую профессию и, собственно говоря, работать дальше. За 2 недели работы на новом месте директор Миронов решил несколько хозяйственных и инфраструктурных вопросов, на которые предыдущее руководство колледжа не обращало внимания годами. Я хочу отметить, что в первую неделю уже началось строительство крыльца главного учебно-лабораторного корпуса. Значит, выровнена вся дорога, подъезд к этому корпусу, и началось оснащение кабинетов. Через месяц начнется учебный процесс, и хлопот прибавится. Работы много, но цель одна – вывести образовательные учреждения в верхней строчке рейтинга СУЗов республики и сделать Алданский медицинский колледж намного привлекательнее. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Всероссийская диспансеризация взрослого населения стартовала на территории Якутии и продлится до 15 августа. Диспансеризация проходит в 2 этапа. Первый – осмотр врача, второй – обследование у узких специалистов для решения выявленной болезни. Для большего охвата населения абсолютно все поликлиники и больницы работают в усиленном режиме с 8:30 утра до 8 часов вечера. Кроме того, обследование можно пройти и в субботу с 8:30 до 18 часов. Работа организована и посредством передвижных пунктов. Пенсионеры обучаются компьютерной грамотности в Якутске. Министерство инноваций республики организует ежегодные курсы для людей пенсионного возраста. Занятия проводят студенты Института математики СВФУ. Они бесплатные, курсы проходят по 5 дней и продлятся до конца августа. Слушатели обучают пользоваться программами Microsoft Word, PowerPoint и работать с интернетом. В первую очередь ориентироваться на сайтах госуслуг и электронная Якутия. Особое внимание уделяется и информационной безопасности. Преподаватели объясняют слушателям, как защититься от кибермошенников. В этом году планируют обучить порядка 160 людей и рассматривают возможность организации подобных курсов в районах республики на базе библиотек и МФЦ. Просто необходимо знание компьютера. И поэтому, прочитав в газете о том, что открываются такие курсы, я пошла с удовольствием и узнала очень многое. Теперь я могу владеть элементарными правилами владения компьютера и пользоваться госуслугами. Пианист, педагог и композитор Виктор Климин встретился с поклонниками своего творчества. Он приехал из Америки, где ныне и проживает. Встреча прошла в неформальной дружеской обстановке, душевные разговоры и лирическая музыка. Якутская публика знает Климина как автора музыки к спектаклям «Созвездие Марии» и «Два берега одной победы», поставленные в Русском театре имени Пушкина. У меня просто живет здесь моя вторая мама. И возраст уже очень большой, поэтому для меня очень важно не упустить момент, я все время стараюсь приезжать, когда есть возможность. Раньше я зимой приезжал, иногда было такое, что зимой приезжал несколько раз. Ну а теперь, как правило, просто это уже, как говорят, не уходит с моего расписания. Главная выставка страны ВДНХ отмечает юбилей. Уникальному комплексу 80 лет. До конца недели в различных павильонах и на открытых площадках парка пройдут праздничные мероприятия. Что именно приготовили для гостей и жителей столицы организаторы и не помешала ли дождливая погода, узнаем у нашего корреспондента Максима Кардозу.
Серое небо и угрозы синоптиков не помешали москвичам прийти на юбилей любимого парка ВДНХ. Настроение праздничное, впечатление хорошее. Погода сегодня, дождик, слава богу, не идет. Я просто ВДНХ люблю. Я же говорю, что это мое детство здесь прошло. Здесь я бываю часто. Так что с праздником! Мы сюда приходим с детьми. Мы были детьми, мы тоже отдыхали. Для нас это наша история, наша любовь, наша Москва. И неудивительно, это место для многих является настоящей точкой притяжения. Каждый год, несмотря на погоду, парк посещает около 30 миллионов человек. Причем здесь привыкли отдыхать не только москвичи. Сюда приезжают и гости столицы. Среди них много и якутян. Я приехала поступать в Москву и решила, что грех не сходить в столь грандиозное событие. Очень тут все красиво, большая территория, очень красивые музеи, выставки. Вечером схожу на концерт и еще хочу посмотреть на фонтаны светящиеся. Первый раз я была здесь в годы студенчества, это 70-е годы. Вообще было здорово, такой большой фонтан. Потом была я здесь в годы разрухи, 90-е годы. Но тут было совсем другой вид, был рынок, бардак. А теперь вот видите, как красиво стало. Каждый раз я сюда стараюсь приходить, встречаюсь здесь с друзьями, земляками. К 80-летнему юбилею организаторы приготовили такую обширную программу, что она еле уместилась в 4 дня. Концерты, мастер-классы, флешмобы, театральные постановки, экскурсии. Причем гостям парка, чтобы интересно провести время, даже и развлечения не нужны. Ведь ВДНХ – это музей под открытым небом. Его павильоны и фонтаны – настоящее культурное наследие. Это один из главных символов ВДНХ – фонтан дружбы народов. Один из самых красивых фонтанов в Москве. Но он поражает не только своим великолепием. У него есть еще и секрет. Посмотрите, его украшают 16 женских фигур. Они символизируют республики Советского Союза. Но ведь всем известно, что республик в СССР было 15 сестер. Дело в том, что до середины 50-х годов выделялась и Карело-Финская республика. Позже она вошла в состав РСФСР. Этот исторический факт давно никто не помнит, но зато он навсегда сохранен здесь, в сердце ВДНХ. Сегодня парк ВДНХ переживает масштабную реконструкцию. Впервые за многие десятилетия его павильоны приобрели новый лоск. Но реставрацией дело не заканчивается. 9-й десяток, главная выставка страны, встречает и современными проектами. В скором времени здесь должен появиться целый кластер с аттракционами, которые назовут парком будущего. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Джур Березкин, Москва. Таковы были новости к этому часу. Еще больше информации ищите на наших официальных сайтах nvk-online.ru и як24.ru. Оставайтесь с нами.